Повестку дня 12-го заседания Совета городского округа города Сибай 4-го созыва был вынесен широкий спектр вопросов, касающихся подведения итогов деятельности администрации за первое полугодие 2017 года, изменений проектных решений на плановый период 2018 и 2019 годов и других актуальных положений. Первым вниманию собравшихся был представлен доклад об исполнении комплексной программы социально-экономического развития городского округа на 2016-2020 годы за первое полугодие текущего года. Согласно сведениям, озвученным заместителем главы по экономике Наилем Халиуллиным, в стадии реализации сегодня находится 36 мероприятий. Среди них капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство мостов, развитие торговых сетей и другое. 3 мероприятия на сегодняшний день числятся как завершенные. Еще 8 приостановлены в связи с отсутствием финансирования. Годовой план с учетом корректировки в целом по программе на эти годы составляет 2 миллиарда 132 миллиона рублей. Фактически за первое полугодие 2017 года освоено 970 миллионов или 45%. В реальный сектор экономики и развития городского пространства вложено 501 миллион рублей, в социальную сферу 469 миллионов рублей. В реальном секторе экономики более половины инвестиций направлено на развитие добывающей отрасли. В обрабатывающей отрасли инвестиции осваиваются на развитие и модернизацию производства. Отдельно в рамках состоявшегося заседания были обсуждены такие вопросы, как исполнение городского бюджета за первое полугодие текущего года и подведение итогов подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Данные, озвученные докладчиками, свидетельствуют о планомерном успехе реализации программных мероприятий, отведенных на настоящий период. Неожиданное известие собравшимся принес один из последних вопросов, включенных в повестку дня. Место за трибуной занял мэр города Халид Хамзович Сулейманов. В своей речи он сообщил о решении покинуть пост главы администрации городского округа. Халид Хамзович выразил благодарность коллегам и населению за поддержку его политического курса и попросил депутатов городского совета единогласно поддержать его в решении о преждевременном сложении руководящих полномочий. Я, во-первых, благодарен населению, горожанам. Первый период меня не понимали, 12 год начали понимать. Далее, я думаю, со всеми я находил общий язык. Как лакмусовая бумага, это рынок. Я почти каждый рынок, в воскресенье выхожу на рынок, общаюсь с людьми. В последний раз я тоже выходил, общался, подходит, разговариваем. Очень теплые отношения. Я думаю, это отношение должно у нас оставаться. Я благодарен депутатам. Действительно, они любое мое предложение поддерживали. Естественно, изучали, некоторые корректировки были, но поддерживали. И активность в последнее время, очень активны наши депутаты. Не просто они считаются депутатами, они все работали. Поэтому я просто благодарен вам, надо продолжать дальше совместно работать и работать так активно. Коллегам спасибо, администрации, его отделам, потому что действительно мы работали как одна семья. Ругались. Если когда ругаешь, значит хочешь с ним работать. Если не ругаешь, не обращаешь внимания, значит его на крест поставил. Поэтому иногда ругались, но мы работали активно и работали очень дружно. Чтобы дружная семья должна дальше работать. Пост главы администрации Сибая Халид Хамзович занимал с весны 2011 года. Делегаты, сменившие место за трибуной, охарактеризовали период его руководства исключительно как деятельный и богатый на позитивные изменения в социальной и экономической жизни города. В период с 2011 по 2017 года активно реализовывалась программа переселения горожан из аварийного жилья. Была преобразована городская служба коммунального хозяйства, устранена очередность в учреждения дошкольного образования, сохранена промышленная инфраструктура, реализованы несколько крупных проектов по облагораживанию городского облика. Так, например, только в нынешнем году сумма, отводившаяся на ремонт дорожного полотна из республиканского бюджета, составляла 19 миллионов рублей. Однако в результате грамотного взаимодействия с вышестоящими инстанциями объем финансирования вырос и составил более 51 миллиона рублей. 87 домов, вот Александр только что доложил, Сибай сумел ликвидировать и построить новое жилье и людей переселить. Все это дается не так просто, оно не само приходит
Сибай был впереди, наверное, один из первых городов Республики Башкортостан, который сумел войти в эту программу. Для того, чтобы войти в эту программу, необходим грамотный подход к этому вопросу, необходима слаженная работа команды администрации, и это было сделано. Я считаю, что это одно из просто значимых событий не только Сибая Республики, да и во всей России, что вот наш город подошел с такими результатами. На хорошем счету Халид Сулейманов находится и у республиканской власти. Об этом на заседании всем присутствующим сообщил специально прибывший для этого заместитель руководителя администрации главы Башкортостана Рамил Дильмухаметов. За время работы главы администрации городского округа город Сибай приобрел большой опыт работы, хорошее владение вопросами управления, организации, планирования, профессионализм и ответственное отношение к делу. И, наверное, вот эти как раз навыки, позволили ему решать вопросы социально-экономического развития города Сибая. И за время его работы в Сибае произошли определенные изменения. Строились водопроводные, газовые сети, сети уличного освещения. В экономике города привлекались инвестиции, об этом он тоже сказал, открывались новые производства. В завершении заседания Халид Хамзович Сулейманов был удостоен почетной грамоты Совета городского округа за высокий вклад в развитие Сибая. Его решение покинуть высокопоставленный пост по личному желанию было принято единогласным решением депутатов Совета городского округа 4-го созыва. Исполняющим обязанности руководителя органа муниципальной власти на временной основе назначен Айнур Фазлидинович Идрисов, занимавший до этого должность управляющего делами городской администрации. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Сибая, после чего решением депутатского конкурса будет утверждена новая кандидатура. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.